Єдність і солідарність Європейського Союзу зруйнували відчайдушні спроби Росії скористатись COVID-19 для скасування санкцій, запроваджених проти Росії за триваючу агресію проти України. Кримський пакет буде продовжено ще на рік. Вдячні нашим партнерам за їхню непохитну підтримку. Каждый год, мы знаем, Европейский Союз продлевает санкции еще на год в отношении России за незаконной аннексией Крыма. Но, как вы считаете, вот эти санкции, они сдерживают агрессию Российской Федерации, но не приводят к желаемому результату? Или же все-таки это такая долгосрочная история? Я думаю, что это долгосрочная история. Но я бы, если бы мог кому-то посоветовать, я бы сказал, что пора переходить уже от годового продления хотя бы к трехлетнему продлению, что вы знали. Но с оговоркой. Как только вы выполняете все пункты, мы снимаем санкции с момента урегулирования ситуации. Это может быть. Но каждый год продлять, я не знаю, конечно, я не дипломат, но мне кажется, что нужно уже более серьезно их продлить. И где-то по года 3 каждой санкции, чтобы он знал, что ближайшие 3 года ждать нечего. А так они каждый год надеются то на коронавирус, то еще на что-то, то на встречу там, то Трамп где-то так подмигнул Путину, то еще что-то. Вы понимаете, страна превратилась из одного из членов восьмерки в рукопожимаемую страну, вы понимаете? Вот посмотрите, кто у нее друзья. Даже вот если даже взять такие страны, как Беларусь, Казахстан, они уже тоже дистанцируются. Ведь ни одна страна, которые, в общем-то, считаются ближайшими союзниками России, не признала эти действия против Украины. Поэтому они могут 1000 раз говорить о том, что не имеют к этому никакого отношения, я имею в виду по Донбассу, утверждать о том, что военные человечки там стояли за женщинами и кого-то охраняли, это их, ну, как говорится, так же они и в Афганистан входили, понимаете? Поэтому тут ничего нового нет. Я-то уже прожил, я это все уже видел. И когда они входили в Афганистан, и когда они в прежние годы участвовали там во вьетнамских компаниях, во многих других, в той же компании в Корее Северной, на все находилась куча аргументов,